Бойцы снова в строю. Из-за пандемии соревнования долгое время не проводились, но сегодня любители ММА завершают затянувшийся перерыв. Перед поединками разминка и легкий спарринг – обязательное условие. Аслан Цароев в этом виде спорта уже 3 года. До этого за его плечами еще 7 лет в вольной борьбе. И останавливаться на достигнутом Аслан не намерен. Любительский результат год-два профессионально план жил. Любительский опыт набрать нормально. В любом случае, он делает а так даже плюс занимается школой. Объясните, другой человек одним словом. А в это время на ринге бьются спортсмены весовой категории 62 килограмма. ММА – это универсальный вид спорта. Тут важно иметь не только привычную базу, но и навыки в других направлениях борьбы или ударной техники. Бойцы одинаково хорошо чувствуют себя и стараются предугадать действия соперника наперед. Болевой на руку, и сопернику в красном ничего не остается, как сдаться. Победитель этой встречи Ахмед Салоев, боец клуба Инкфайт. 6 месяцев тренировок не прошли даром. Сегодня он проходит финал, а в будущем планирует пойти еще дальше. Учитывая, что соревнования проходят на любительском уровне, все участники в защитных шлемах, а бои длятся 3 раунда по 2 минуты. За каждым действием спортсменов внимательно наблюдает главный судья Гирихан Шибилов. Он подчеркнул, что несмотря на небольшой уровень подготовки, ребята выступают достойно и соблюдают регламент соревнований. По ребятам видно, что у них прям желание через край бьет, соскучились по соревнованиям. Радует то, что все хорошо подготовились. Думаем, все пройдет без травм. Надеемся на хорошие результаты. Чемпионат и первенство республики по смешанным единоборствам проходит в Фоке и Кажево. Добиться этого было нелегко, делятся организаторы, учитывая сложную эпидобстановку. Но им пошли навстречу при условии, что все будут соблюдать меры безопасности. Участвуют ребята 16-17 лет и мужики 18+. Ребята, в основном любители, всех, кто выступал в профбоях, не допускаются на этот турнир. Это официальный старт, официальный турнир Союза ММА. После долгого застоя спортсмены жаждут выступать на турнирах еще чаще. Теперь у них будет такая возможность. Всех, кто отличился на этих соревнованиях, впереди ждет чемпионат СКФО, а следом и Кубок России. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.